В 2020 году исполняется 75 лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Самая разрушительная кровопролитная война в истории, унесшая миллионы жизней советских граждан. Среди них и тысячи ингушских солдат, которые отдали жизни на полях сражений. И забыть своих героев так же непростительно, как свою историю. Вот они, герои-ингуши, чьи имена высечены на мемориальных плитах и стелах. Летчик Ахмед Мальсагов, Шервани Костоев, артиллерист Магомед Гирей-Зязиков, разведчик Абдулла Цароев, военный врач Асият Тутаева и многие другие. Сотни тех, чей подвиг никогда не будет забыт, внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. 18-летним юношей на фронт ушел и последний защитник Брестской крепости Уматгирей Барханоев, который погиб, мужественно защищая родину. Все добровольно вовремя. Ингуши, прошедшие через огненные годы. Они сражались за родину и будущее своей страны, не боясь смерти и не жалея сил. Уроженец Икажева Магомед Арсаной в юности ушел на фронт. Он пережил осаду Брестской крепости и тяжелые ранения в немецком плену. Идя в колонию военнопленных, ингуш заступился за старика, которого немец ударил прикладом. Магомед не смог сдержаться и напал на фашиста, после чего получил пулю в грудь. Тогда молодому солдату удалось выжить благодаря русской бабушке, которая выходила Магомеда. Но позже он снова был ранен и уже смертельно. Похоронила его станция Луговая. Там где-то она его похоронила. Вот основатель этого музея, Мальсагов Тухан, он куда только не писал, чтобы разыскали его могилу. И никто не нашел его могилу, где она его похоронила. Ну как она могла похоронить, старушка? А потом уже и начали мы разыскивать эту бабку, и этой бабки тоже уже не было. В то время, в 1944 году, во время депортации ингушей в Казахстан, многие солдаты, выходцы из Ингушетии, вынуждены были менять свои имена, чтобы остаться и продолжить воевать за свою родину. Николай Гайтукиев, он же Зиаудин Джамалдинович, одним из первых решил во что бы то ни стало не покидать фронтовых товарищей. Мне обидно было с фронта уходить. От тех товарищей, которые со мной в окопах лежали, в открытым небом, под открытым небом мы лежали. Вот о ком мне больше душа болела. Я не мог их оставить во время войны. Они воюют, а я, как сказать, удалось мне убежать домой. Он был летчиком высочайшего класса. Рашидбек Ахриев, сын выдающегося ингушского ученого-просветителя Чаха Ахриева, первым из представителей народов Северного Кавказа, поднялся в небо за штурвалом самолета. Опытный пилот, за плечами которого десятки боевых вылетов, участвовал в 2 мировых войнах. В январе 1942 года в одном из боевых вылетов Рашидбек Ахриев героически погиб под Ленинградом. Тогда он еще во время войны, так можно сказать, был не юношей, а в возрасте человек. Вот это человек, легендарный человек, мужественный человек, ничего не боялся говорить. Вспоминая свои первые месяцы на войне, ветеран Алаудин Шадиев рассказывал о постоянной нехватке оружия, особенно для борьбы с вражеской бронетехникой. Часто с одними винтовками и связками ручных гранат они противостояли отлично вооруженным механизированным частям вермахта. Командир взвода, тот же командир, все время просил нас не подпускать, близко не подпускать, иначе автоматы и так далее, густой огонь будет отбиваться. Мы так действительно хороший огонь открыли, пошла перестрелка. Похожие и в то же время разные судьбы. Кому-то повезло выжить в тех сражениях и вернуться к семьям, поведать о тех событиях своим родным и близким. А кто-то остался лежать у незнакомого поселка на безымянной высоте. Со дня старта проекта «Лица Победы» в Краеведческий музей обратились уже десятки людей, чтобы увековечить память о них. Родственники сдают эти документы, мы их оформляем, вбиваем в программу. У нас есть специальная программа, куда вбиваются эти документы. Называется «Камец» эта программа. И до каждый документ там уходит минимум час. Нужно описание научное делать, вбивать их. А потом эту информацию мы отправляем в Москву. И также мы
вбиваем их в списки наши. Лица Победы – это миллионы фронтовиков по всей стране и за ее пределами, героически приближавшие этот невероятно важный майский день. Десятки тысяч имен и фамилий тех, кто по сути сотворил историю от Дня Победы и до наших дней. Их мужество и подвиги, проявленные во время защиты Родины, навсегда в памяти потомков. Дана Плиева, Новости 24.